Больше 1 миллиарда рублей россияне потеряли в прошлом году со своих карт. Банк России выявил больше 400 тысяч несанкционированных операций. Еще в 2017-м их было меньше на треть. Рост количества покушений на хищение и рост сумм похищенных денег связан прежде всего не с тем, что злоумышленники стали атаковать больше или стали похищать больше, а с тем, что Центральный банк и кредитные организации провели довольно серьезную работу. Это и изменение формы отчетности, и внедрение систем антифрода, и некоторые другие действия. В результате комплекса мероприятий стало понятно, что мы больше выявляем, то есть стала больше выявляемость, и от этого, естественно, цифра стала существенно больше. Интернет и мобильные устройства. На них приходится 80% всех незаконных операций с платежными картами. В Северо-Западном федеральном округе картина не такая печальная, как в той же Центральной России. В общей сложности Жителекоми и наши соседи потеряли больше 17 миллионов рублей. Лидер антирейтинга – Карелия. Здесь зафиксировано больше 4000 незаконных операций на сумму свыше 6,5 миллионов рублей. В отделении Банка России по Коми нам пояснили, что часто, даже если люди знают, как не попасть на удочку мошенников, в критическую минуту все эти знания улетучиваются. И владелец карты называет незнакомому голосу по телефону самые секретные данные своей личной финансовой жизни. По статистике, в предыдущем году более 90% мошеннических списаний произошло по причине того, что люди самостоятельно говорили мошенникам какую-то секретную информацию. Мошенники используют методы социальной инженерии, то есть под различными благовидными предлогами пытаются узнать у людей, например, их пин-код, цифры с обратной стороны карты, срок действия карты и другую секретную информацию, которую ни в коем случае нельзя говорить кому-либо. Поэтому основные рекомендации остаются теми же самыми. Необходимо быть очень внимательным. И если кто-то звонит вам или просит, представившись работником банка, сотрудником техподдержки, ну или каким-либо другим официальным представителем, сообщить вам ваш пин-код, цифры с обратной стороны карты, ни в коем случае нельзя это делать. По закону, если клиент получил уведомление о списании и при этом сам не нарушал правил, ему обязаны вернуть деньги. Если, конечно, владелец карты успел обратиться в банк в течение суток. В прошлом году банки вернули 230 миллионов рублей. Виктория Палкина, Павел Фетисов, телеканал Юрган.